Но разве не красота этот вид с высоты птичьего полета на участок пока только первого этапа строительства Большого Казанского кольца? Возможно, вы еще больше воодушевитесь увиденным, если мы добавим пару-тройку фактов об этом проекте, известных и не очень. Впервые идея такой закольцовки появилась в генплане города еще в 1969 году, то есть больше 50 лет назад. Нынешний мэр Казани Ильсур Метшин, который, к слову, в 1969 году родился, вынашивал такие мечты давно. Однако было понятно, без федеральной помощи проект не потянуть, и даже Универсиада 2013 года нисколько не приблизила нас к заветной цели. Только в 2019-м звезды, что называется, сошлись. У Татарстана появился сильный помощник на федеральном уровне в лице вице-премьера Марата Хуснуллина, который не только помог получить финансирование из Москвы. Из 2,3 миллиарда рублей, выделенных на первый этап строительства, 1 миллиард федеральные деньги, остальное республиканские, но и сделал все возможное, чтобы проект не утонул в бумажной волоките. Спасибо своему земляку сказали и строители БКК, которые работали ударными темпами, и первый этап завершили намного раньше намеченных сроков. Марат Шакирджанович, вот вместо 20 месяцев, 12 месяцев. То есть вот те решения, которые приняты на уровне правительства, благодаря вашей инициативе, они дают свои результаты. Было очень много перенос коммуникаций, перестройки коммуникации. Это та же вода, канализация, электричество, газ, высоковольтные линии. Мы все это перенесли. И еще одна сложность, наверное, то, что объект находится вблизи озера Кабан. Грунты, как говорят строители, слабые. И поэтому пришлось забить около 1000 штук бурнодобивных свай. Несмотря на все сложности, намного раньше срока, с прекрасным качеством. Вы посмотрите, вот какая широченная эстакада, на которой 4 полосы движения и 2 полосы трамвайного движения, и самая длинная магистраль трамвайная в стране, которую строители построили за самые короткие сроки, и хочу, кстати сказать, за очень небольшие деньги. Большое Казанское кольцо, безусловно, большое и, конечно, Казанское, но пока еще не кольцо. В том смысле, что его еще предстоит замкнуть. Дело в том, что мы являемся свидетелями первого этапа строительства этого мегапроекта, участка протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Это 4-полосная дорога, надземный путепровод и другие важные объекты, элементы этого проекта. Второй этап, кстати, он уже стартовал, и первый участок протяженностью 700 метров от улицы Борисковская до Технической планируют завершить также в этом году. На первом и втором этапе мы пока замыкаем только круговое кольцевое движение трамвайное. Дальше проектирование Большого Казанского кольца на данный момент уже ведется. 1. И движение объявляется открытым. Ваши бурные аплодисменты. Уже после первого этапа строительства Большого Казанского кольца снимаются многие острые проблемы с пробками в Казани. Разгружается центр столицы. Трасса кратчайшим путем соединяет промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города. Кроме того, Казань получает самый протяженный в России трамвайный маршрут – 34 километра. На открытии эпохального объекта всех обрадовали. Новенькие трамваи, в том числе трехсекционные, уже поступили и готовы выйти на маршрут. Полностью же замкнуть кольцо, в том числе с помощью автомобильных путей, удастся только после завершения всех этапов строительства. Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом. В этом моменте Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов поняли друг друга с полуслова. Мы надеемся, что мы дальше поддержим эту инициативу, и кольцо надо точно замыкать. Национальная библиотека Казани – еще один, можно сказать, знаковый объект. Ее обновление и преображение – событие не менее значимое и даже в чем-то эпохальное. Это слово пришлось как нельзя кстати. Тут никакого преувеличения нет. Что такое было НКЦ «Казань» все эти годы? Мы-то, казанцы, хорошо знаем и помним. Застывший памятник советскому модернизму. Безлюдное, неживое место. Каким его видят и без сомнений сделают сейчас. Ярким многофункциональным центром, местом притяжения и казанцев, и гостей столицы. В новой национальной библиотеке будет комфортно и интересно всем. Активной молодежи, творческой интеллигенции, предпринимателям, туристам, детям.
У каждого своя зона комфорта, но все вместе они образуют единый живой организм. И все уже продумано и уже воплощается в реальность. Поэтому пожелания во время посещения объекта президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и другими высокими гостями выглядели даже не как щедрые авансы, а как руководство к действию, прежде всего для новых хозяев Национальной библиотеки и всех казанцев. Я восхищен вот этим прекрасным творением, которое сегодня мы посмотрели. Это высочайший объект культуры, образования мирового уровня. Тем более мне довелось бывать в этом объекте. Я помню, мы раньше собирались сюда, на совещание нас раз в год собирали. Всегда было как-то темно, неуютно. А сейчас зашел, так светло, так красиво. И главное, такой вид и такая набережная. Рустам Игалеевич, я хочу вас и всю команду просто от всей души поздравить с этим огромным достижением. Давайте похлопаем всем, кто эту работу сделал. И еще один подарок на юбилей любимой республики. Пока единственное в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе. На борт «Чайки» так назвали судно, которое пришвартовали на Казанке рядом со зданием Национальной библиотеки, поднялись Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин и другие высокие гости. Использование СПГ на речных судах можно считать большим прорывом, в том числе и в деле охраны окружающей среды. Сжиженный природный газ считается одним из самых экологически чистых и безопасных видов моторного топлива. Кроме того, использование газа снижает себестоимость пассажирских перевозок. Так что это важное событие, которое в том числе открывает новую страницу в развитии пассажирского судоходства в Казани на радость всем ее жителям и гостям столицы. Все-таки в удивительное время мы живем. Время стремительных перемен, перемен к лучшему. Теперь даже совсем молодые казанцы могут уверенно сказать: «Я помню этот кабан совсем другим». Еще каких-то 5 лет назад это было неухоженное дикое место. Сегодня мечта, ставшая явью, шедевр урбанистики, как охарактеризовал набережное озеро Кабан вице-премьер Марат Хуснуллин. В эту субботу новые участки объекта презентовали высоким гостям. Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину, полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, первому заместителю министра строительства страны Ирику Файзуллину, актеру Сергею Безрукову. Потрясающая набережная. И самое главное, это, конечно же, подход просто к жителям просто, получается, для людей, которые хотят отдохнуть, даже здесь, вокруг, да, ну, обратите внимание, здесь все для этого есть. И это, мне кажется, самая главная задача, на самом деле, сделать все так, чтобы жителям было удобно, комфортно, и для того, чтобы они могли отдохнуть. Если на первом этапе был реконструирован берег озера Нижний Кабан от театра Камала до центра «Планета Фитнес», появились пешеходные дорожки, настилы, пирсы, выделены велодорожки, система освещения, создан ландшафт и детские игровые зоны. Со второй очередью по благоустройству озера появился фактически новый 5-километровый пешеходный маршрут в центре Казани с мостом, зоной барбекю, летней кофейней и дополнительными местами для отдыха и занятий спортом. Прекрасная набережная, прям одно удовольствие гулять с детьми. Сейчас есть такое прекрасное место, чтобы выйти на природе погулять. Да. Набережная очень нравится, потому что я тут с детства был. Здесь к берегу нельзя было подойти, сейчас все красиво, ухожено, культурно. И с ребенком удобно гулять. Нам все здесь нравится, нам нравится вот эта площадка спортивная, здорово. И детям классно тут. И совершенно по-новому сейчас раскрывается вся старотатарская слобода. Местные рестораторы подготовили для любимой Казани и республики свои подарки. Специальную книгу о национальной кухне, приуроченную к столетию ТССР, и цикл передач, где гостями ресторатора Зуфара Гаязова станут известные люди, артисты, певцы, чиновники. Одним из главных атрибутов кулинарных мастер-классов станет знаменитая татарская печь, которую можно найти только здесь, в Казани, в старотатарской слободе. Мы готовили фасады зданий, мы на фасаде цветы высаживали, брусчатку клали в тех местах, где можно, чтобы максимально сделать прилегающую территорию комфортной в городе. Ну, мы живем в этом городе, мы любим его, гордимся этим городом. Это лучший город на нашей планете Земле. Тимур Бекмурдин, Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.